На днях состоялся пленум Канашского районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил правоохранительных органов. В пленуме приняли участие члены Президиума Райсовета ветеранов, председатели первичных ветеранских организаций. На пленуме рассматривались важнейшие вопросы ветеранского движения, сохранение и укрепление его единства, отстаивание и продвижение интересов ветеранов-пенсионеров, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Особое внимание уделялось ходу реализации федерального закона о ветеранах, стратегии действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года и другим документам, направленным на развитие пенсионного, медицинского, лекарственного, жилищно-коммунального и бытового обеспечения, оказание социальной помощи нуждающимся ветеранам-пенсионерам войны и труда. Значит, связь поколений. Один офицер Кольцов погиб на фронтах Великой Отечественной войны, защищая независимость нашей Родины от немецких фашистов, а второй офицер, Николай Михайлович, обеспечивал после войны мирную жизнь наших граждан. И необходимо отметить, что ежегодно в Дальних Сомах проводятся специальные хоккейные баталии, посвященные генерал-майору Михайлову. Важнейшим событием ветеранных организаций в последние годы стали это мероприятия, посвященные 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. У нас в республике в честь вот этого праздника был организован смотр-конкурс ради первичных ветеранских организаций. И отрадно отметить, что наши ветеранские организации нашего района, значит, это Чагайского, Малакибейского и также, значит, ветеранские организации администрации Канашского района, они заняли все 3 призовые места. Участники съезда предложили введение в учебный процесс общеобразовательных школ предмета «Начальная военная подготовка» и рекомендовали образовательным учреждениям использовать опыт ветеранов, участников боевых действий и военной службы. В этой связи съезд отмечает необходимость дальнейшего организационного укрепления ветеранских организаций. Имеется в виду совместная работа ветеранов-афганцев, ГСВГ и стран Варшавского договора, МВД, АПК, ветеранов энергетики и других ветеранских структур, руководители которых присутствуют на пленуме. На съезде отмечалось, что в связи с развязыванием информационной войны коллективным Западом против России необходимо активизировать деятельность ветеранских организаций по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения, особенно школьной молодежи. Противодействие фальсификаторам, использовать архивные документы, возможности музеев патриотической направленности. Огромную помощь в организации военно-патриотического воспитания подрастающего поколения играют этот музей. У нас в 14 школах района функционирует музей боевой и трудовой. На съезде обращалось особое внимание на то, что в ветеранских организациях и в целом в жизни пожилых людей повышается уровень тревожности, вызванный сложной обстановкой в стране и в мире в целом. Что вы сегодня собрались здесь, это на самом деле пленум. Сказать вам отдельное спасибо за то, что вы у нас самые энергичные, самые активные, да еще самые ответственные ветераны Канашского района. Есть, говорят, советы ветеранских организаций хорошие, есть, наверное, плохие, но есть еще легендарный совет ветеранов Канашского района во главе Виталия Григорьевича. Огромное вам человеческое спасибо. Хочу сказать, я тоже в ваших же рядах почти, молодежь с вас берет пример. Вы у нас золотой фонд, скажем так. Поэтому, что вы делаете сегодня на территории района, это дань и уважение к вам. Здесь мы тыл, здесь мы активные граждане района. Здесь у нас главный волонтер Наталья Александровна, ей огромное человеческое спасибо. Вот эти пленумы, эти вот наши собрания, они должны выйти как-то в молодежь, в среду молодежи, чтобы они знали, чем у нас старшее поколение дышит, чем у нас они занимаются. Вот это все должны мы как-то активно реализовать и показать наше направление деятельности. А то, что вот сегодня говорили у нас сельские поселения,
округ. Это на самом деле 1 мая 2019 году принят закон федеральный о внесении изменений 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Раньше у нас были депутаты сельского уровня, теперь у нас один представительный орган, один глава Канарского муниципального округа и один исполнительный орган власти, это администрация округа. Тут для населения ничего такого, чтобы сказать, изменений таких и нет. Населенные пункты, они район, почтовый адрес нигде никуда не делся, все так же остается район. Ну, просто управление, местное самоуправление, как бы в одном лице глава Канарского округа несет огромную ответственность за всю территорию. Поэтому прошу принять, и такого, чтобы сказать, для населения это плохое что-то сделано, я не вижу. Поэтому прошу понимать в этом тоже. А так ситуация, район потихоньку развивается, несмотря на все эти кризисные моменты. Школы ремонтируются, строятся. Вот вчера только в Янгельском территориальном отделе, это уже опять же в селе Янгличи, на родине нашего героя, дан старт строительства объекта, значит, школы, садика. Это огромная наша заслуга, ваша заслуга вместе с вами. Мы добились, чтобы, да, и помните, наверное, вы ветераны, это у нас здание было хозяйственным способом построенное, поэтому требовалось, конечно, ремонта. Также у нас ремонтные работы проходят в школах в данный момент. В Новоурюмской школе, в Утабычинске, Напольной Котятке, Ямашево, Малой Кибечи, Средней Кибечи. Это тоже такая работа, в общем, вместе совместное требование как бы мобилизации, вот этой вот модернизации, вернее, наших школ как бы на новый уровень, новые школы должны быть у нас. Но, тем не менее, хочу сказать, но есть моменты, у нас рождаемость снижается. Вот эти тоже, конечно, которые берут как бы боль, это для нас тоже есть моменты. Исходя из этого, нужны дополнительные усилия организациям ветеранов на разъяснительную работу среди населения после начала специальной военной операции на Украине, частичной мобилизации военнослужащих запаса. Года знаменитых земляков. Итоги подведены. Сегодня я хочу как раз вручить награды, грамоты, почетные грамоты по итогам вот этого осмотра полностью. Президиум Республиканского совета ветеранов награждает Харитонову Галину Васильевну, врача-акушера, гинеколога Канашской центральной районной больницы, за разработку. Паша, покажи, пожалуйста, следующий. Нет, это вот второй стен. Видно? Нет, не книга. Стен. Вот это. За разработку стенда о выдающихся земляках-медиках района в рамках проводимого конкурса горжусь своими земляками. Новая поликлиника строится, вы знаете, там наверняка вот этот стенд найдет достойное место. Мне разрешите сегодня Галину Васильевну вручить почетную грамоту. Горжусь своими земляками под руководством, значит, у нас Алевтины Борисовны, значит, группа работников, они награждаются грамотой. Волкова Алевтина Борисовна, уроженка деревни Турунова Канашского района, за подготовки материала и выпуска книги «Гордимся земляками» об уроженцах деревни Байгелинского сельского поселения. В рамках проведения конкурса горжусь своими земляками. Пожалуйста. Также Николаев Михаил Николаевич, аналогичной грамотой. Там редакционная коллегия. Вероника Владимировна.
Филиппова Елена Константиновна. Так, в числе награжденных также Иванов Михаил Петрович, он у нас долгое время возглавлял, значит, ветеранская организация, в настоящее время является, значит, членом ансамбля народных инструментов районного хора ветеранов, но по состоянию здоровья он сегодня не смог присутствовать. Местное отделение ООО «Союз пенсионеров России по Чувашской Республике» я возглавляю с февраля 2021 года. Ну, главное в нашей работе почему-то участие в республиканских спартакиадах. Ну, конечно, в этом году и другие заботы легли на наши плечи. Мы тоже свой вклад вносили в победу наших бойцов на территории Украины. Команда активных пенсионеров Канарского района ежегодно принимает участие в республиканской спартакиаде «Активное долголетие». В сентябре прошлого года, к слову, члены районной команды заняли призовые 3 места. Андреева Галина Михайловна из деревни Малые Бекшихи по дартсу, Якимова Алевтина Ивановна из деревни Большие Бекшихи по плаванию в своей возрастной группе, а ей 81 год. Отрадно отметить, что в республиканских соревнованиях 21 февраля этого года, недавно вот тоже состоялась спартакиада, в городе Ядрин по пулевой стрельбе, настольному теннису, шахматам и плаванию. И вот Алевтина Ивановна улучшила свой прошлогодний результат и заняла среди пловцов своего возраста уже 2-е место. Вот, молодец она. В составе нашей команды честь района защищают ветераны даже с ограниченными возможностями здоровья. Это Анатолий Семенович Семенов, всегда поддерживает, председатель районного общества инвалидов, Василий Афанасьевич Афанасьев из села Шибулгин, Муравьева Татьяна Юрьевна из села Шигазаны. Ни разу не отказались от участия по шахматам Макарова Людмила Федотовна из деревни Караклы, шигазанец Горшков Николай Александрович. Последний спартакиаде пенсионеров 21 февраля текущего года принимал участие в соревнованиях по шахматам 93-летний Петр Николаевич Николаев из деревни Новые Мамеи и удостоился отдельного поощрения Союза пенсионеров Чувашии. Спасибо им большое, честь и хвала нашим замечательным землякам. В апреле или в мае текущего года в городе Чебоксаров пройдет заключительный этап республиканской спартакиады по 3 видам спорта. Это дартс, легкая атлетика, комбинированная эстафета. И поэтому надо усиленно тренироваться, набирать в команду сильнейших спортсменов, любителей, пенсионеров. Для этого полноценно использовать ФСК «Импульс», пока мы не используем как надо. И один утренний час с 8 до 9 утра для бесплатных занятий раз в неделю считаю не очень-то удобным для селян. Даже доезжать из населенного пункта до Шигазана непросто к этому времени. В декабре прошлого года при клиентской службе Канаша, старое название управления пенсионного фонда, открылся Центр общения старшего поколения. Здесь проходят разные мероприятия, куда приглашаются пенсионеры города и района. Но районным пенсионерам не просто добираться в этот центр и участвовать в проводимых мастер-классах по финансовой грамотности, лепке из гипса, садоводству и в других. Мы изготавливали также, как на работу ходили в течение 2 месяцев, в стенах центра в январе-феврале окопные свечи, маскировочные сети, приносили из дома соответствующего цвета и качества тканей, тюли для сетей, красили их некоторые, чеснок тоже туда носили, вязали носки. Это и в нашем Канарском районе на местах все проводилось. И все это для наших воинов, которые позже гуманитарным грузом были отправлены к участникам спецоперации. В дни работы в центре районных пенсионеров, нам говорили, вот сегодня районные пенсионеры должны работать, нелегко было собирать людей. Я, конечно, обращалась вот к Галине Михайловне Андреевой чаще, нашим ветеранам администрации района, Раисе Сергеевне, и вообще привлекала даже членов своей семьи, соседей, живущих рядом, и вообще в городе ветеранов администрации района, которые здесь работали.
Но, слава Богу, они откликались. Но не всегда, конечно, такое количество набиралось. Но ничего, справлялись. Активно участвовали городские пенсионеры. Вот они постоянно приходили, и как-то мы, что не хватает людей, это не ощущали. Видите, Вилли, вот эта книга, да. И здесь самый старый по возрасту 1918 года, и самый молодой, это еще работающий в настоящее время. Связь утеряна, но пришлось через главного врача, через своих знакомых выйти на него, телефона искать, переговорить. Не каждый опять сразу соглашается, но согласились все, свои фотографии мне дали, собрала. И, в общем-то, может быть, даже, ну, как сказать, не очень красиво, но старалась, конечно, все это составить и выставить на показ. Что я хочу сказать? На самом деле, наша чувашская земля очень богата, на самом деле, своими сыновьями. У нас наши сыновья, наших чувашских матерей и в космосе побывали, и в Москве являются большими, сказать, людьми, нисколько не хуже других национальностей. Мы гордимся ими. Здесь самый высокий, так сказать, Владимиров Андрей Владимирович. Не Андрей Владимирович, Владимиров. Юрий Андреевич, это двоюродный брат моего мужа Харитонова. Он является профессором, академиком Российской академии наук в Москве, профессором кафедры института, медицинского института, 2 институтов. В настоящее время живет, ему 91 год уже идет, но в полном здравии. Недавно, года 2-3 назад, он даже по Москве за рулем ездил сам. Очень мудрый человек. Мы, конечно, гордимся нашими земляками на самом деле. Но были мы с художественной самодеятельностью в Москве, из Ямашева, по приглашению тоже наших земляков. В Доме офицеров выступали. Там собрались выходцы Чувашии, которые служили в вооруженных силах не ниже майора, полковники, подполковники, адмиралы. И вот мы перед ними выступали. Мне доверили быть ведущей концерта, и я там на самом деле сказала со сцены: вот вы такие вот сейчас сидите при погонах, орденах, а вышли-то вы, вас вырастила, вас родила чувашская женщина, вы выросли на хлебе, выращенном на чувашской земле, чуваш Adılşıvı üstüne izlerderim. Çavaş çereşince üstüne apaçimiş be üstüne izlerderim. Çavaş hiralime kagarinceğim tuğagan set be üstüne izlerderim diye. Пурдема краще, ереще. На самом деле это гордость наша, да, гордость наших матерей, отцов, гордость чувашской земли. Спасибо большое. Не думайте, что у нас будут выступать одни представительницы. Постараюсь за 3 минуты уложиться по своей работе. Всего в Ашхинском сельском поселении 1667 личных подсобных хозяйств. Значит, Бикша 613, Васфе 530, Кармамеева 403 и Семенка 118. Ашхинское сельское поселение, считайте, одно из самых крупных поселений в районе. После, наверное, Шахазан, да? Или даже больше, чем Шахазан. Вот на территории Ашхинского сельского поселения проживает 3121 человек после Шахазана. Из них в Москве 1105, Бикшах 1141, Кармамеева 726 и Семеновка 149. Сколько там родились, сколько умерло, я не буду говорить. Вот в 22 году родились 13 детей, умерло 41. Большой минус. Ну, тут очень большое, видно, влияние оказало то, чтобы вот эта болезнь
сопутствующие болезни. В итоге имеем то, что вот мы имеем. Население моложе трудоспособного возраста, до 16 лет имеем, будем говорить, 519 человек, из них девочек 271, мальчиков 248, мальчиков меньше. Население трудоспособного возраста 1877, из них женщин 814, мужчин 1063. А старше трудоспособного... Выиграли. Ага. Ну, не слишком мало, ничего, батюшка, письма. Вот я, наверное, как бы убили, чем я пенсионеры буду. Ну, а как это лучше за мной? Теперь пенсионерам... Ветеранские организации работают в тесном взаимодействии с работниками культурно-досуговых учреждений района. Стали традиционными праздники ко Дню пожилых людей, Дню воинской славы, Дню Победы, вечера отдыха в честь юбилейных дат и других важных событий. Людмила Матвеева, Галина Семенова, Канашская районная администрация.